Так, друзья, давайте быстренько разберем домашнее задание. Вам нужно было такой небольшой докладик сделать, да? Что вы прочитали, про какие свойства, что они делают. Кто хочет рассказать, кто чем был занят? Так, друзья, вы здесь? Никто не хочет? Так, если никто не хочет, тогда продолжаем. У нас следующая тема. Так, смотрите, сегодня начинаем уже более серьезно подходить к подключению JavaScript. Сперва давайте поговорим про подключение самого JavaScript. JavaScript, получается, мы подключаем вот с помощью тега script. И обычно мы подключали вот здесь, в самом конце внизу. Расскажите, вот почему я подключал это вот внизу? Кто-нибудь помнит? Самосвод? Мы подключали внизу, потому что, чтобы сперва компьютер должен загрузить все HTML документы, коды, а потом сам скрипт. Если мы сверху поставим вот этот скрипт, тогда, возможно, наши все вот эти верстки или документы неправильно будет показано на экране. Да, правильно. Абсолютно правильный ответ. Вот смотрите, сейчас у меня скрипт подключен в самом конце перед закрывающим тегом скрипт. Я его отсюда вырезаю и вставляю уже тег в head. На самом деле сейчас так принято, что скрипты либо подключают сверху в разделе head, но вы еще можете встретить такие приложения, где, например, есть несколько скриптов. Между ними есть еще теги разные, там HTML-контент. И такой вариант тоже есть, но в основном вот либо в конце, либо в начале, в хеде. Я хочу вам сейчас продемонстрировать именно работу этого скрипта. Для этого сперва запустим HTML-файл. Что у нас в HTML есть? У меня есть просто div с классом block. У div есть некоторые стили. Для body я просто прописал марджины чуть побольше, background и убрал паддинги. Блок у нас шириной 300, высотой 150, поскольку там сейчас пусто. Чтобы видеть, где у нас блок, я указал вот такие размеры. Марджины, паддинги и бордер. Так, вот этот background тоже пока закомментирую, оно нам понадобится чуть позже. Смотрите, я сейчас беру и найду этот блок. Назову его просто как блок, document, query selector. И буду искать по классу блок. Давайте выведем, нашли мы ли этот класс, консоль блок, наш блок. Null, потому что у нас скрипты сверху.
Почему выбрал именно Query Selector? Потому что блок у меня один. Других блоков у меня в разметке нет. Я подразумеваю, что я найду только один блок. Вот поэтому. Потому что, ну, еще знаете, да, Query Selector возвращает только один элемент. Первый встреченный и найденный. Вот. В консоли получаем ну. Если я возьму этот скрипт, вырежу отсюда, ставлю в конец, я получаю div класс блок. Вот то, что я вам говорил ранее, когда браузер получает HTML, он построчно начинает, ну, скажем, построчно или каким-то другим методом, он, в общем, начинает читать наш HTML документ. Ну, как правило, это сверху вниз. Он читает вниз. После тега link он видит, что у нас есть скрипт. Как только браузер встречает тег скрипт, он останавливает процесс парсинга остального HTML. То есть он дальше уже не читает, пытается скачать этот скрипт index.js. И как только index.js скачивается, то есть браузер его получает из сервера, он запускает вот этот код, который я написал. То есть сразу после того, как браузер скачал, он запускает скрипт. А скрипт у меня рассчитан на то, что я сперва нахожу блок и этот блок вывожу в консоль. Поэтому у меня здесь null, ну, как бы говорит, пустота, нету ничего. JavaScript не прочитал мой скрипт. Поэтому как нужно делать, чтобы все-таки этот скрипт, несмотря на то, что он подключен где-то сверху, чтобы он заработал вот здесь. Чтобы он заработал, и я нашел этот div. Давайте еще не просто выведем в консоль, а сделаем что-нибудь с блоком. Я беру блок и, допустим, напишу там что-нибудь. Воспользуюсь методом append и здесь напишу hello. Вот. Я сейчас получаю такую ошибку. Type error cannot read properties of null. То есть JavaScript ругается на то, что он не может как бы прочитать свойства у объекта или у нулевого элемента. То есть у пустоты он не может взять какое-то свойство. Как его решить? То есть так, чтобы наш скрипт, несмотря на то, что он подключен сверху, чтобы он отработал. Для этого есть несколько вариантов. Первый — это мы тегу скрипт добавляем атрибут async. Async означает асинхронный. То есть синхронный — это когда все у нас идет синхронно, да? Все у нас одинаково, все идет, все работает синхронно. А асинхронно означает то, что вот этот скрипт, он работает асинхронно. Вот я добавил атрибут async. Давайте посмотрим в браузере. Вот у меня hello отработал, в консоли ничего не вижу. Никаких ошибок не вижу. Что я и подразумевал, то и получил. То есть я говорил, вот блок, напиши в блок внутри просто текст hello. Мы чуть позже разберем этот append, но сейчас этот append просто берет этот текст, который я написал, и внутри нашего блока записывает этот текст. То есть, если мы в элементах посмотрим, вот div класс блок, внутри лежит текст hello. Получается, наш скрипт сейчас уже заработал, несмотря на то, что он подключен сверху. Асинхронные скрипты, они выполняются как бы асинхронно, уже не блокируется парсинг HTML, независимо, как бы, этот скрипт как будто бы, можно сказать, не зависит от чтения или парсинга HTML. То есть браузер берет, начинает скачивать index.js и в то же время начинает дальше читать наш парсер. Поскольку у нас index.js здесь очень мало кода,
Все это отрабатывает моментально. И плюс еще у нас body такой маленький, тут всего лишь один тег. Браузер очень быстро все это прочитал. Асинхронно в этот же момент у нас index.js сработал, и мы получили вот тот результат, который хотели. Асинхронные скрипты, они как бы пользуются, но здесь надо учитывать объем этого самого JavaScript файла и объем нашего парсинга. Если скрипт асинхронный, он быстрее скачивается, то есть объем у него маленький, он быстро скачался, он сразу начинает запускаться. Если body, он очень длинный, там 1000 строк кода, и где-то в самом в конце внизу мы пытаемся найти какой-нибудь div и что-то с ним сделать, у нас есть вероятность того, что мы получим ту же самую ошибку, которую мы видели ранее. Асинхронные скрипты, где они используются? Они обычно используются для каких-то внедрений каких-то других стороннего кода. Это может быть, например, Яндекс Метрика, счетчик, да, который отслеживает статистику сайта. Это может быть код какого-то Google Аналитика, который тоже отслеживает статистику сайта. Или могут быть, в общем, другие дополнительные какие-то библиотеки, которые добавляют какую-то еще дополнительную интерактивность. То есть на сайтах, например, онлайн-чаты, там типа Jivo сайт, или там кнопочки лайкнутые для лайка там, и так далее. Как правило, вы из других сервисов берете какой-нибудь скрипт, это может быть JavaScript или какой-нибудь PHP скрипт. Ну, PHP мы не будем затрагивать, ну, как бы будем считать, что мы берем какой-нибудь JavaScript. И этот JavaScript нужно вставить на наш сайт, чтобы, например, получить кнопку лайков, да. И, как правило, вот такие скрипты запускаются асинхронно. Ну, обычные скрипты тоже можно запускать асинхронно, но там надо уже больше разбираться, что выполняется. Парсинг HTML быстрее или парсинг самого скрипта. То есть скрипт быстрее выполняется, да, и очень сложно в этом разбираться. Если обычный какой-нибудь скрипт, который не подразумевает, что он не будет манипулировать DOM-элементами, то мы смело можем брать вот этот async, атрибут async. Следующий метод, это тоже метод с помощью атрибута, который называется defer. Defer, он делает примерно то же самое. Смотрим вот здесь еще раз. Обновляю, никаких ошибок нет, все прекрасно сработало. Defer, он тоже сообщает браузеру, что он должен продолжать обрабатывать парсинг HTML. То есть, когда JavaScript браузер встречает TextScript и видит у него атрибут defer, он не блокирует парсинг остального HTML, да? Он дальше начинает читать HTML, в это же время начинает загружать скрипт в фоновом режиме. Но здесь тоже есть нюанс у атрибута defer. Как только скрипт загрузился, он сразу начинает выполнять его. То есть здесь тоже нюанс в том, что если body длинный и в body подключены какие-то очень тяжелые медиафайлы, допустим, изображение какое-нибудь 2-мегабитное у пользователя, слабый интернет, и браузер пытается все еще скачать там и так далее. В общем, этот скрипт тоже не гарантирует то, что наш скрипт, вот этот вот такой скрипт, который манипулирует данными, манипулирует элементами на странице, он может сломаться, и мы можем получить какие-то другие ошибки. То есть типа ошибки типа там uncode type error, там cannot read properties или еще что-нибудь такое. То есть этот скрипт, получается, тоже не гарантирует. Атрибут defer не гарантирует. Ну как быть тогда? Есть очень простой метод. Я сейчас убираю все вот эти атрибуты async, defer, оставляю все как есть, скрипты я подключил в хеде и собираюсь манипулировать вот этим div-блоком. Если будут еще другие блоки, то я ими тоже собираюсь, например, манипулировать. Но как добиться того, чтобы наш скрипт заработал?
Есть очень простой метод. Мы берем объект window. То есть помните, да, у нас DOM-элемент начинается с документа. Но есть еще выше, самый вообще, можно сказать, элемент, который стоит прям наверху, это у нас объект window. То есть это вот вкладка. Одна вкладка, это можно считать window. Сейчас получаю все-таки вот ту ошибку. У объекта window, то есть мы объекту window можем повесить add event listener, то есть обработчик событий, и сказать, какое событие мы хотим обработать. Это у нас событие называется load. Load означает загрузка. И когда этот load завершится, мы запустим вот такую просто анонимную анонимную функцию. А потом весь наш код, который ориентирован на манипулирование данными, я помещаю внутри. Запускаю, все отрабатывает, никаких ошибок нет. И вот этот метод является самым лучшим методом. Это гарантирует то, что браузер будет ждать, пока абсолютно все загрузится. То есть в HTML, несмотря на то, что здесь будут изображения, там видеофайлы, там аудиофайлы, в общем, весь какой-нибудь статичный контент, медиа и так далее, все загрузится. Браузер у себя внутри в системе построит этот дом дерева, а потом, только когда завершится событие load, мы запускаем вот эту функцию. А функция у нас здесь будет куча кода. То есть весь код, который будет, вся логика нашего сайта будет написана внутри этой функции. И это полностью гарантирует нам загрузку сайта. В новых версиях JavaScript у нас появился новое событие. Он называется DOM Content Loaded. DOM Content Loaded. И оно делает примерно то же самое, что и load. Смотрим здесь, ничего не изменилось, никаких ошибок нет, все прекрасно отрабатывает. Но у лоуда, у просто события load и DOM Content Load есть один такой серьезный, можно сказать, серьезное различие. Load, как я говорил, он ждет, пока все остальное, все теги, все медиа файлы, они загрузятся, браузер выстроит дом дерева, а потом событие завершается. Дом Content Loaded – это событие, когда браузер не блокирует парсинг HTML, но мы ждем как бы формирования просто дом дерева. То есть у нас все дивы, все элементы, все теги загрузятся, браузер выстроит дом дерева, а потом событие дом Content Load завершается. В чем большая разница? Большая разница в том, что дом Content Loaded не ждет уже загрузки медиафайлов. Там, скажем, изображение он не будет ждать. Он поставит сюда какой-нибудь div тег, он увидит, как бы браузер увидит, если он здесь увидит тег img, он дом дерева выстроит. То есть он увидит, что здесь есть тег img. Но вот здесь то, что будет здесь, как бы какой-то там 3-мегабайтный файл, он будет дальше уже загружать. А если наш скрипт ориентирован на то, чтобы менять какое-нибудь именно изображение или еще что-нибудь, то это тоже может, DOM Content Load может тоже не сработать. Ну, как бы здесь низкая вероятность. Load и DOM Content Load, они, можно считать, они практически идентичны. Но бывают моменты, там, где нужно как бы сохранять браузерную кросс-браузерность, да, где нужно поддерживать, например, совсем какие-то старые браузеры.
И старые браузеры, как правило, они не знают, что такое DOM Content Loaded, потому что DOM Content Loaded появился только в новых версиях JavaScript. Поэтому, если нужно поддерживать старые браузеры, мы просто берем и пишем load. И это, можно сказать, в 99,9% все браузеры знают, что такое событие load. И они будут ждать, все загрузится, а потом наши скрипты начинают отрабатывать правильно. Так, все ли понятно здесь? Отлично. И теперь, после того, как мы уже знаем, как правильно подключить скрипты, мы дальше идем и изучаем, как манипулировать с DOM-деревом. Первое – это у нас Create Element. Вот я нашел свой блок, но внутри этого блока я хочу, например, создать какой-нибудь h1 тег. Что мне нужно сделать? Для создания элементов, именно HTML элементов, мы воспользуемся тегом, не тегом, а методом createElement. Мне нужен, например, h1, я создаю переменную h1 и пишу document create element, и create element принимает параметром название тега. То есть мне нужно создать h1, я пишу в скобках тег h1. Давайте посмотрим, что хранится в переменной h1. У нас тег h1. Вот я элемент создал, а потом беру блок и использую метод append и пробую передать наш h1. Как вы думаете, что сейчас произойдет? Ошибка, ничего. Добавится в HTML. Вот смотрите, ошибок нет. Идем во вкладку Elements, div блок, внутри появляется тег h1. Как мне написать какой-нибудь текст для тега h1? Вот я создал и пишу h1 append hello. Как вы думаете, текст hello запишется внутрь h1? Смотрим. Да, все верно, записался. То есть, чтобы сперва создать элемент, мы пользуемся методом createElement. Если внутрь элемента нужно записать какой-нибудь текст, мы передаем hello. Не hello, а используем метод append. И нужному элементу мы пишем append. Метод append. Но есть еще другой способ, который вставляет тоже какой-нибудь текстовый контент. Это у нас append child. Называется append child. Давайте попробуем его применить. Пока я вот этот код закомментирую, просто беру мой блок и пишу append child и попробую сюда передать текст. Hello. Ничего нет. Ну, в чем тогда разница append и append? Append и hello. Вот давайте теперь вот так попробуем. Блок append child. Передам сюда переменную h1. Появился. Разница append и append child в том, что
append child принимает только какой-нибудь элемент, то есть HTML элемент. Чтобы append child передать что-то, нужно сперва этот элемент создать. Есть еще вставка внутрь элементов текстового контента. Я вот это убираю. И теперь давайте внутрь нашего блока запишем текст. Я пишу inner text и пишу, например, передаю строчку hello 1. Это первый способ. Блок. Есть еще свойство текст контент. И сюда передам hello 2. Запишется hello 2, потому что мы как бы перезаписали, да? В чем их разница? Вот если я уберу текст контент, ставлю hello 1, оставлю hello 1, у меня запишется hello 1. Если hello 1 закомментирую, вставлю hello 2, это тоже появляется. Видите, здесь тоже как бы внутри diva блок просто текст hello 1, hello 2. Когда работает inner текст, тоже просто текст. В чем их разница? Если мы их вставляем просто вот так, как я сейчас написал, да, нет никакой разницы. Оба свойства записывают как бы именно текстовый контент. Если мы попытаемся сюда записать, например, тег h1, вот так. Этот пока закомментируем. H1 у нас ставится прям как текст. Не как тег, а именно как просто текстовая строка. Чтобы вставить именно элемент, пользуемся вот предыдущим методом createElement, потом его appendим. То есть вот таким образом мы теги не сможем вставлять. Ни для inner текста, ни для текст контента. Если я вот здесь тоже напишу, например, h2, здесь h2, видите, теги записались как просто текст. Таким образом, свойствами inner text и text content мы можем записать только текстовый контент. Но у них есть разница. Если я вот здесь напишу, скажем, span hello, теперь попытаюсь найти этот span блок, span, или давайте просто в блок обратимся и попытаемся его вывести. Console log, блок. Поскольку inner текст и inner текст контент, они являются свойствами, я могу их просто вот так выводить. Сперва давайте выведем inner текст. Вывелся текст hello, который есть у нас внутри div с класса, плюс еще с классом в теге span, да? Выводится именно текст hello. Если вместо inner текста я поставлю сюда текст контент, видите, здесь уже вывод другой. У текст контента у этого свойства, то есть это свойство возвращает абсолютно все вот эти пробельные символы, которые есть в коде. Ну, как бы сейчас он воспринимает вот эти теги, он их опускает. Вот здесь же есть отступ, здесь есть перенос строки, дальше есть перенос строки. То есть и текст-контент, он возвращает это все в виде, сохраняя всю вот эту символы переносов и символы табуляций. Как бы все вот эти пробелы, да, которые есть до элемента, после него. А так
в этом больше у них никаких других различий нет. То есть, если нужно написать именно текст внутри дом элемента, пользуемся вот inner text и текст контент. Они абсолютно одинаково работают. Только при выводе у них разный формат. В этом-то и разница. Попробуем теперь внутрь div с класса блока просто вот как было ранее записать какой-нибудь h1. В чате уже подсказывали, нужно воспользоваться inner HTML. На самом деле так можно. Блок я могу написать inner HTML, обратиться к этому свойству и сюда передать h1, hello и закрыть тег h1. Если мы посмотрим в браузере, действительно ставится hello h1, как мы видим, да, div с классом блок, внутри лежит hello. И этот метод, вот такой способ записывания именно тегов, это не лучший вариант. Почему? Потому что когда мы используем свойство inner.html, сюда можно передать какой-нибудь скрипт. То есть, если хакеры сядут и попытаются взломать и внедрить какой-нибудь JavaScript, вредоносный JavaScript код, они смогут с легкостью взять и вот здесь написать text script. Здесь передать src, ну, типа теоретически или, можно сказать, гипотетически, да, и сюда передать адрес какого-то скрипта. Этот скрипт, конечно, сюда вставится, отработает и сломает наш сайт. Поэтому в целях безопасности этот метод inner.html, он не рекомендуется. И наиболее лучший способ что-то записать в какой-то элемент, это вот все пройти через вот create element. То есть const, h1, document, create element, h1. Если в h1 что-то нужно записать, то h1, там, скажем, давайте inner text равно hello, потом блок, append, давайте append child, передадим h1. Вот. Никаких ошибок нет, все прекрасно работает. Вот. Самый лучший способ вот такой вот, если нужно вставить прям теги. Вставлять научились. Всем ли понятно? Так, отлично. Тогда идем дальше и теперь попробуем поудалять тексты. Тексты или не то чтобы текста, а именно элементы. Ну, скажем, в нашем блоке есть какой-нибудь span с классом, скажем, hello, где будет текст, например, hello. Скажем, например, есть какой-то span с классом, например, world, где записано текст hello world, то есть world. Попробуем теперь удалить их из JavaScript. Нам нужно сперва найти наши нужные нам элементы. Const. Сперва найдем, давайте, hello. Document. Query selector. Так, у нас класс hello. Найдем world. И я хочу, например, удалить hello. Я обращаюсь к элементу hello и ему применяю метод remove. Так. Hello, query. Мы классы забыли.
поставить точки вот. В документе исчез у нас span с классом hello. Если нужно удалить world, мы также этому элементу применяем метод remove. Все, теперь они исчезли. Их уже, можно сказать, нет. Вот методом remove мы, получается, можем удалить элемент. Есть еще другой способ удаления элементов. Это вызов метода removeChild. Вот так, получается, мы можем отдельно что-то удалять. С помощью removeChild мы можем обратиться к родителю. Родитель это у нас вот блок, да? Вот у нас блок. И у него вызываем метод removeChild. И сюда передаем тот элемент, который мы хотим удалить. Передам hello. Hello исчезло. Если передам world, пропадет span с классом world. Вот. Вот таким образом с двумя методами мы можем удалять элемент. Какие еще манипуляции мы можем проводить с DOM-элементами? Это получение атрибутов. Так, получение атрибутов, ну, скажем, давайте вот это удалим. Я хочу узнать у div какой-нибудь атрибут. Давайте я вручную добавлю атрибут title и напишу, например, myBlock. Если из JavaScript мне нужно узнать какой-нибудь атрибут, да, не только title, да, любые другие атрибуты. Это может быть класс, это может быть, например, у изображений там атрибут src, да, и у линков там атрибуты href. В общем, все валидные атрибуты, которые есть у HTML тегов, мы можем их получить и здесь в JavaScript их обработать. Как это происходит? Давайте вот этих hello удалю. Будем выводить в консоль. Допустим, у элемента блок, давайте сперва посмотрим атрибут title, который я только что добавил. Для этого вызываем метод getAttribute. GetAttribute и сюда передаем название того атрибута, который нас интересует. Меня интересует title, я его вывожу в консоль, получаю вот значение атрибута title, myBlock. Если будет, например, href и так далее, у ссылок, это тоже можно получить, если мы передадим getAttribute название атрибута. Я могу узнать также у блока, например, класс. Вот. Видим класс. И все остальное. Все остальные другие атрибуты тоже они могут быть там полезны. Допустим, когда можно использовать getAttribute. Допустим, вы узнаете у ссылок, например, имеется ли там у них в атрибуте href значение там http или там https слэш там и так далее, да. Если есть вот такой вот элемент там в атрибуте строка, допустим, вы получаете его как строку и проверяете там первые несколько символов. Если это https, значит там можете там автоматически сюда добавить какой-нибудь таргет и здесь написать, например, blank, да, ну чтобы ссылки, которые ведут на сторонний ресурс, чтобы они открывались на отдельной вкладке, вы можете это написать в скрипте. Либо можете, ну, конечно, можете добавлять здесь, либо можете вот здесь тоже управлять. Либо, если вам нужен какой-нибудь
атрибут добавить, то его тоже можете добавить уже с другим методом. Для добавления атрибута используем метод setAttribute. Давайте я вот этот title уберу и попробую добавить этот же title, но уже из JavaScript. Здесь сохраняюсь. Как его теперь добавить? Я обращаюсь к элементу блок, пишу здесь setAttribute и что принимает этот метод. Сперва он должен принять название атрибута. Мне нужно вставить атрибут title, потом через запятую указать значение. This is my block, то есть значение. Передаю. Теперь смотрим в Elements. У div с классом block появляется атрибут title со значением, который я вот указал с этой атрибуту. Удалить атрибуты мы можем с помощью другого метода. Так, давайте добавим все-таки атрибут title, там hello. И попробуем теперь этот title удалить. Я пишу блок, remove attribute. И сюда передаю просто название атрибута, который я хочу удалить. Там title. Вот наш title. Я собираюсь его удалить, передаю его remove attribute. Смотрим, у div исчез атрибут title. Это что касается вот, get attribute, set attribute. Работает со стандартными атрибутами, но они также работают и так называемыми кастомными атрибутами, которые начинаются с префикса data. Вот title, там, href, id, вот эти все атрибуты, они у нас есть из HTML, да, то есть они уже внедрены в HTML. Но что, если мы хотим добавить какой-нибудь свой атрибут? Чтобы добавить свой атрибут, мы просто в элементе, в HTML набираем там data, потом через дефис указываем любое название, которое мы хотим придумать, которым мы хотим это сделать. Но сейчас давайте вот так сделаем. Я сейчас вот здесь у атрибутов, у нашего блока включу бэкграунды. Бэкграунд у меня вставлен, например, вот этот bg.jpg, который есть у нас внутри нашего проекта. Смотрим здесь, вот все отработало. Так, вот здесь только надо раскомментировать. Бэкграунд вставился. И я хочу, например, поменять это изображение. Ну, скажем, я в CSS написал уже, да, жестко закодировал какое-нибудь изображение. Но потом, когда я прикручиваю фронтенд моего сайта к бэкэнду, ну, скажем, из бэкэнда приходит какое-то изображение, которое нужно вставить в этот блок динамически. То есть, если там владелец сайта решил поменять бэкграунд, он там выбирает какой-нибудь бэкграунд, да, из бэкэнда сайта. Там, бывает, например, настройки сайта, он заходит в какой-нибудь раздел, и стандартный bg.jpg он меняет, например, чтобы его поменять, загружает какое-нибудь другое изображение. И как здесь быть? Он же не будет, там, пользователь сайта, там, владелец сайта открывать CSS и здесь там менять вот этот bg.jpg, да? bg.jpg. Он просто визуально все красиво, где будет он загрузить свое изображение. И он от нас хочет, чтобы все сработало. Чтобы это менялось динамически, мы можем вот здесь в div прописать свой кастомный data атрибут, который назовем, например, data, ну, скажем, bg или background image, в общем, любое название подходящее, которое идет после дефисика. Data bg
И, допустим, сюда можем записать значение какое-нибудь изображение, которое возьмем, например, из Unsplash. Ну, представим, как к нам приходит вот это изображение из бэкэнда, который загрузил пользователь. Мы берем это изображение, ссылку на это изображение и вставляем data.bg. Мы здесь сохраняемся, у нас на сайте фон ничего не меняется. Но мы хотим, чтобы JavaScript посмотрел на атрибут data.bg, отсюда вытащил вот этот URL и заменил его, фон нашего блока. Как его теперь дальше делать? Мы идем в index.js, мы наш блок нашли. Чтобы получить все атрибуты, которые прописаны кастомно через data атрибут, мы используем метод, который называется dataset, свойство, которое называется dataset. То есть я пишу, давайте сперва отдельно возьму источник ссылки на изображение в отдельную переменную. Там скажу, например, bg. И мне его надо получить у блока. Я пишу dataset. Так, blok.dataset. Так. И у меня есть кастомное название, которое называется bg. Я подставляю сюда. То есть dataset, он идет, ищет атрибут data. Потом дальше мы идем, указываем какое-то другое название, свое кастомное название, и здесь тоже оно должно совпадать. Мы его сохранили, и для начала попробуем его вывести. Консоль log, переменную bg. Мы получаем, видите, полную ссылку, которая есть в дата атрибуте. Как вы думаете, теперь что мне нужно сделать, чтобы вот этот bg записался в этот блок в качестве background image? Вместо консоль лога мы сейчас его здесь напишем. Append document. Оба варианта неверны, replace тоже неверный. Смотрите, вот фоновое изображение, оно вставлено через HTML, через CSS. Его нету в HTML. Видите, здесь просто div пустой, здесь нету никакого img тега. То есть вот этот фон, который стоит вот здесь, он прописан в CSS. CSS это получается у нас style. Да, верно. Теперь пошли правильные варианты. Это style. Получается, что нужно сделать? Мы берем наш блок, обращаемся к свойству style. Дальше указываем, какое свойство. Это у нас background image. И указываем адрес. Адрес у нас хранится в переменной bg. Чтобы подставить сюда переменную, как вообще прописывается background image в CSS? Мы пишем background image, URL, а потом внутри что-то, да? Если я просто сюда передам bg, ничего не поменяется, потому что мы забыли вот здесь URL указать. Поэтому внутри URL, чтобы указать переменную, я воспользуюсь бэктиками, потому что внутри будет переменная. Да? Я пишу URL, ставлю скобки, переменная, $, и здесь bg. Поменял. Теперь фоновое изображение поменялось. Но мы здесь получим некоторые issues. Вот, видите, да? Это связано с тем, что я сейчас стараюсь загрузить изображение из другого ресурса. Если этот
изображение будет из моего же сайта, то есть здесь доменное имя, URL не поменяется, да, то этих issues не будет. Поэтому на это не обращайте внимания. Вот. А так, критических ошибок нет, no errors, все прекрасно работает, все отлично. Если я из div выбираю data атрибут, его вырезаю, у нас фон исчезает. В JS тоже убираем вот это все, которое устанавливает background. У нас стоит тот фон, который мы прописали в бэкграунде. То есть в этом у блока в свойстве, в CSS свойстве background image и background size. Вот и все. Вот таким образом, получается, мы можем что-то уже динамически передать из HTML в JavaScript. Такой способ часто встречается, потому что, помните, допустим, когда мы делали какие-то там UL внутри лишки, там, типа, скажем, это сервисы или какие-то фичи, и мы этим лишкам меняем там через CSS, там через, не знаю, псевдоэлемент before или after, вешаем какую-то иконку, да? Мы их поставили, они все работают, но потом добавляется какой-то пункт или там просто у владельца сайта может появиться желание поменять эти иконки. Как их поменять? В интерфейсе он, как я говорил ранее, он не будет заходить в CSS, здесь менять код, он не знает HTML, у него будет просто такой интерфейс, где он нажмет на кнопочку, где будет там поменять иконки, да? И он выберет нужную себе иконку, загрузит, а это изображение сюда прокинется через дата атрибут, мы его можем вот так динамически поменять. Вот. Понятно ли это все? Отлично. Тогда приступаем к упражнению. И у вас упражнение вот такое вот. Вам нужно сделать вот такую вот навигацию. Навигацию нужно сделать так, чтобы у вас здесь будет просто ничего. Ну, как минимум можете взять какой-нибудь nav, и внутри nav вам нужно поставить вот эти все элементы из прямо JavaScript. То есть представьте, что у вас и в HTML ничего нет, но в JavaScript вам нужно создать вот такую менюшку. Стили, конечно, на стиле не смотрите, но главное, чтобы у вас навигация была, эти были ссылками. Лучше всего, если это будет nav, внутри UL, UL-ли, внутри TK, да? Только с помощью JavaScript. И сразу давайте я домашку сделаю, домашку прокомментирую. Домашка тоже у вас будет на создание интерфейса вот такой карточки, только из JavaScript. Только из JavaScript. Inner HTML не принимается, потому что я уже сказал, что Inner HTML это небезопасный способ. Старайтесь крайне редко его использовать. Окей, идем. Так, все здесь. Ну как вы, ребята, у вас получается что-то? Никто не смог? Так, Айсулу. А можно просто показать? Угу. Сразу решение?
Нет, не само решение, а вот то, что я там делала. Правильно я делала или нет? Покажите, посмотрим. А можно, да, так, Мгм. запрос на демонстрацию? Так, сейчас. Так, потом у меня ничего не получилось. Вот тут я написала скрипт. Мгм. Правильно же, да? Вот Так, нашла HTML покажите-ка. HTML, у меня только там класс nav. Так, nav. Идем в скрипты. Вот нашла класс nav, Мгм. создаю UL, да, Мгм. и создаю лишки. Мгм. И тут задаю, что UL это в Nave находится, Мгм. а ли в UL, Мгм. да? Мгм. А у меня тут, получается, ничего пока нет, потому что я там текст не вводила, да? А, Так, это что за у вас ошибка? Index.js. Смотрите, у вас ошибка в этом, в подключении. Index.js не Да, находится. 8, вот тут. Да. Defer ставить, да? Смотрите, подождите. У вас скрипт называется script.js, а вы А, подключили скрипт, да? index.js. Скрипт. Defer надо писать или можно пока не Вы же писать? пользуетесь этим Домом, да? Windows Load. Нет, пропустите просто. Скрипты Просто, да? откройте еще раз. Так. Вот. У вас есть Windows Add Event Listener Load, который ждет загрузку HTML. Вот в скриптах ничего не пишем, просто подключаем как обычный скрипт. Просто как обычно, да? А вот смотрите, там же несколько лишек, а Мгм. их как задавать? Ли один, да? Вот так? Вот, смотрите, вы создали один ли. Как теперь Да. его умножить? Там, на 3, например. Как сделать? Из одного ли 3? Ну вот тут через запятую задать. Нет, не сможете. М, Create element принимает только один аргумент, который называется название тега. А Вот. В append а теперь ли надо тогда, а, да? теперь вам нужно поработать уже с циклом. М, Циклом, и необходимо решить, сколько, например, лишек вам нужно. А потом в цикле, допустим, вам нужно 5 лишек, да? мгм. И равно, например, 0. Пока и меньше 5, там nav, append child, li, и плюс-плюс. Ли append child. Ага. Ну, примерно такая логика. Вот у вас только сейчас один ли появился. Теперь его нужно просто еще раз умножить. А до того, как вы еще умножите лишки, надо еще внутри ли создать, например, да, с каким-то текстом. Вот. Вот это уже var будет же, да? Var делать, ой, то есть let делать или тоже константу? Константу тоже. Константу, create Document create элемент, element. сюда Мгм. ставить. Мгм. И вот сюда тоже задать, что это у меня входит в это, да? Мгм. Вот так. Мгм. М, А цикл можно вот тут чуть ниже написать, да, тогда? Ну, чуть выше, потому что вы должны циклом пробежаться и лишки генерировать внутри UL. А, Вот такая логика будет. хорошо, спасибо. Мгм. Так, Багдолет, Doğru. самочелок. Ben birinci Lido Ali 2.9'dan
жаңа эле отуруп for эстеп атпаймынбы. Мгм. Ошондо мындай болуп калса, биякта азыр ли кылып туруп, бияк news и music деп дальше кете берсек, music дегенин ичине жазып. Мен ошо эмени задавать этип аткам да. Биякта space between дейчи. Ошондо UL-дин ичине лини киргизсек, бул цикл менен бешөө жазып алганда, Мгм. the document create element li all ошондо li аны өзүм жакшы түшүнбөй калдым да. For менен жаңа эле ошо ойлонуп тургам да, for менен Вот 5. смотрите, циклом создаете, например, 5 лишек. Внутри 5 лишек, скажем, 5 разных ссылок, да? Например, music, news, там about, там еще что-то. И вот эти контенты, там news, music и так далее, их тоже нужно пораскидать по тегам А, да? Вот получается, вам теперь уже нужно два цикла. Ошондо ага дагы лиге дагы 2 цикл болуп калсын да. Мгм. Анда жасап көрөйүн азыр. Түшүнбөй калдым. А там можно, да, например, for и равняется 1, там Вообще вот так, равняется какому-то давайте так. значению. Ну, скажем, вам нужно сгенерировать 3 ссылки. Там home, about и там contacts. 3 ссылки вы можете отдельно взять в отдельный какой-нибудь массив. Да? А потом нужно сгенерировать столько лишек, сколько есть в массиве, например, links. Там, допустим, для home один линк, для about, например, второй линк, для контакта третий линк. Получается, у вас тогда уже не будет индекса, там, счетчика, да, а именно длина, у вас лишки будут зависеть от длины массива links. И сколько есть в массиве links ссылок, столько и генерируем лишек. А потом все это упаковываем и кладем в UL. Понятна логика? Сейчас я не буду показывать вам решение этой задачи. Надо подумать, циклом еще раз обдумать, как будут генерироваться вот эти ссылки, а потом уже... Да. Сперва вообще не спешите со стилями. Они просто будут запутывать, у вас кода будет становиться больше. Сперва просто структурно nav, внутри nav UL, внутри UL лишки, в лишке A. А внутри А текст и плюс href какой-нибудь. Так, Элиза спрашивает, let array, пустой массив. Так, вот смотрите. Скажем, вы из базы получили там массив ссылок. Это home, это about, это li. Не li, а контакт. Вот. Теперь вот у меня одна ссылка, вот у меня вторая, третья. На каждую ссылку нужно сгенерировать ли. Как это можно сделать? For и меньше нуля. Счетчик есть. Потом дальше, пока и меньше, например, не здесь не меньше, а равно нулю изначально. Потом пока и меньше links.length мы и берем и увеличиваем. А потом внутри уже здесь будет ваш какой-то код. Понятно?
Ну, примерно такая логика. Еще не до конца раскрыл. Это остается как домашка. Хорошо? Будет интересно поработать над таким, потому что с циклами, с какими-то коллекциями нам очень впереди предстоит много поработать. Вот. Поэтому не спеша еще подумайте. Уверен, на свежую голову у вас завтра будет уже решение, мне кажется. Так, есть ли у кого-то вопросы? Бақдәулет? Азыр ошо for'ды колдонболуппу. Ошондо деген for each'ти деле колдонуп салсак болот да? For each, ооба. For each'ти колдонуп, мисалы үчүн ар бир ссылка, мисалы үчүн азыр массивди жазып атамбы? Ошол массивдеги ар бир элементти li деген тегке айландырып салсаңар болот. Сразу эле алып туруп li деген тегке айландырсаңар болот. Ал наоборот жакшы вариант. Вообще, мне кажется, не for each эмес, даже map'ты колдонсоңар подходящийрээк. Map, наоборот, ошол как раз массивти алат дагы трансформирует массив элементтерин. Ошол эки подходящий, мне кажется. Ну, for each тоже можно попробовать. Так, есть еще вопросы? Так, вопросов нет. Тогда завершаем. Атрибут создавать этип иштей алабызбы? Атрибут, конечно, можно внутри создать. Вот вы создали li внутри этому вам нужно, например, создать атрибут href, да? Вот Так, давайте в index.html лучше покажу. Вот у вас есть ссылка У ссылки есть href. Вы этот href тоже должны создать с помощью JavaScript. И href у вас примерно должен быть вот такой, скажем. Слэш. Ну, если будет home, пускай остается как просто home. Home. Например, HTML. Если будет about, тогда у вас будет слэш about.html. Вот слэш обязательно, потому что у нас есть корень сайта. Из корня мы идем на другую страницу. Вот так можно. Смотрите, вот этот вариант Window Add Event Listener Load Function, это лучше всего обязательно, потому что этот вариант гарантирует вам, что документ полностью скачается, все, что есть внутри HTML скачается, JavaScript не будет блокировать как бы загрузку, то есть он не будет запускаться, пока дом дерева не будет готово. Так, хорошо тогда, друзья. Запись останавливаем.